И еще один вопрос по поводу этнонима Ногай. Вот этот этноним, каким народом можно отнести, каким племенам можно отнести? Вот бесконечно идут споры там, между казахами, татарами, Нагайцами, вы знаете, наверное, да? Вот как вот к этому этнониму относиться? Насколько он широко распространен? Ну, вы знаете, здесь пока много неясного. Я пока пришел к выводу, что в 15-17 веках, вот, наверное, вот в это время, этноним Нагай употреблялся в узком и в широком смысле слова. В узком смысле это жители Ногайской Орды. И большой, и малый. Улу Нагай, Кши Нагай. Вот. В широком смысле это кочевые тюрки, бывшие подданные Ногайской Орды. Тьфу, Золотой Орды. Именно поэтому вот у казахов все древние памятники приписываются нагайцам, вот, считаются нагайскими. Хотя на самом деле это не так, самые разные народы их оставили. Вот. Ну, наверное, вот так. Я вам говорю, что есть последние находки такие сенсационные, я пока их озвучивать не буду. Рано пока, надо вот все это обдумывать. Хорошо, я услышал. И вот еще один момент. Вот, этноним Нагай можно отнести к современным нагайцам? Есть прямая связь? То есть современные нагайцы могут считать себя нагаями? Или вот это совершенно два разных народа были? Вот недавно мне задали в интервью вопрос о связи между современными татарами и золотоордынскими. Вы задаете тот же вопрос о нагайцах. Я отвечу так же, как ответил насчет татар. Мне представляется, что соотношение между современными нагайцами и нагаями Ногайской Орды примерно такое же, как между современными итальянцами и древними римлянами. То есть преемственность этническая, несомненно, вот, но все-таки это другой народ, с другой культурой, с другой ментальностью, возможно, и так далее. Вот. Ну, все-таки прошло несколько столетий. Вот. Конечно, это уже во многом разные народы.